В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская республика». Мои коллеги Ярам Занабуев готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Молодой город. После открытия автомобилисты будут ездить по четырехполосной трассе. Это положительно скажется на потоке машин. В Серноводской активными темпами идут преобразования. Какие изменения его ждут? Танец под ритм биения сердца. А в фойе концертного зала проходит выставка конкурсных работ. Участие принимают учащиеся школ и центров детского творчества региона. Все посвящено памяти Махмуда Эсамбаева, его делу и родному краю. В Грозном проходит международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. Расскажем о географии участников и многообразии стилей. Выбирая будущее. Ставим перед собой цель, чтобы в Чеченской республике была лучшая профориентация в стране. Старшеклассники участвуют в профориентационных сменах. Заместители председателя правительства Айшат Кадырова, руководители министерств и ведомств приняли участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Оно прошло в режиме видеоконференции. Представители различных субъектов страны представляли свои идеи и планы. В рамках освещения творчества великого писателя региональными СМИ уже ведется работа. Об этом проинформировал помощник главы субъекта, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Выпущено 12 материалов на телевидении и радио, опубликовано 8 статей в печатных изданиях, размещено 143 тематических публикаций на интернет-ресурсах. Руководитель ведомства заверил, что СМИ намерены и дальше активно освещать эту тему. Каждый танец – характер общества, в который он зарождался. Это олицетворение образа жизни каждого, его мировосприятия. Многообразие культур, представленных на 15-м международном фестиваль-конкурсе танца имени Махмуда Эсамбаева в Грозном, впечатляет. 60 участников из разных регионов России. Об особенностях хореографии народов многонациональной страны Медина Мударова. Уже юбилейный 15-й международный фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда Эсамбаева собрал на одной сцене более 60 профессионалов из разных уголков страны. Церемонию открытия конкурса посетил министр культуры Чеченской республики Иса Ибрагимов и другие почетные гости. Выступая перед собравшимися, он поздравил всех со значимым событием. Это не просто соревнование, это праздник танца, который позволяет обмениваться культурным опытом, укреплять дружеские связи и сохранять национальные традиции. Пусть этот фестиваль станет для вас источником вдохновения, сценой место для нового достижения. Желаю всем участникам успехов и творческого вдохновения. Второй день фестиваля начинается с конкурсной программы. Состязания проходят в 2 тура по 2 номинациям. Сольный танец представляет 29 участников. Компетентное жюри внимательно следит за выступлениями, оценивают технику и артистизм участников. Прежде всего, это профессиональное исполнение. Учитывая то, что это конкурс профессиональных исполнителей, во-первых, конечно, методика исполнения, костюм, музыкальное оформление. Вот прежде всего по этим критериям. Уровень исполнителей высокий. Очень приятно, конечно, что приехали к нам из соседних республик. Необычные хореографические постановки, яркие костюмы. Каждый номер рассказывает свою историю, культуру и обычаи. Андрей Гапон занимается танцами 12 лет. Впервые принимает участие в фестивале такого масштаба. Участник признается, готовился усердно и оттачивал каждое движение. В его арсенале 2 сольных номера. Я приехал из поселка Солнечнодольск, это Ставропольский край. Узнал я об этом конкурсе недавно, в этом году. Подавая заявку на конкурс такого уровня, это профессиональный конкурс, я не думал, что мне удастся пройти отборочный тур и попасть сюда. Но все сложилось удачно, и мы здесь показываем себя членам жюри. На этом конкурсе нужно представить 2 номера соло, и дуэтом тоже 2 номера. Вот. Я представляю камаринскую и казачий танец. У нас на Ставрополе жили казаки, и
я представляю вот эту культуру. Участники показали номера в различных жанрах – классические, стилизованные, современные и, конечно же, народные. Их отличие не только в технике, но и в смысле, который вложили в свое творение сами танцоры. А это уже номинация «Парный танец». Здесь соревнуются 16 участников. За кулисами работа кипит не меньше, чем на сцене. Танцоры репетируют движения, каждый настроен не просто выступить, а оставить у зрителей и жюри незабываемые впечатления. Танцоры из Республики Калмыкия принимают участие в фестивале каждый год. На юбилейный они подготовили яркий эксклюзивный номер. Я сюда приехал впервые, очень рад этому. Мероприятие проходит на самом высочайшем уровне. Сегодня привезли мы 2 танца. Танец зайсангов, калмыцких князей, и второй танец ишкемдык, танец степных орлов. Данный костюм – это костюм калмыцких ханов. Вот представили сегодня. Результаты объявят на официальном закрытии фестиваля. Также в его рамках пройдут мастер-классы от известных хореографов, круглые столы и творческие встречи. Мизиль Мударова, Лисхан Кацулов, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозный с рабочим визитом прибыла директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Елена Харламова. Встретил ее руководитель регионального Министерства культуры Иса Ибрагимов. Программа пребывания насыщена и включает в себя комплекс мероприятий всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Цель – продвижения музеев по всей стране. Участников ожидает проектно-аналитическая сессия с участием сотрудников Эрмитажа, Государственного исторического музея и многое другое. В честь Всемирного дня здорового питания, отмечаемого 16 октября, специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели информационную акцию. В формате викторин, просмотров мультфильмов и прослушивания лекций они рассказали о важности сбалансированного питания и призвали задуматься о своем здоровье. Репортаж Лейлы Муртазовой. В честь Международного дня здорового питания сотрудники Роспотребнадзора в рамках национального проекта «Демография» напомнили детям о важности правильного рациона. Мероприятие было организовано в развлекательном центре «Гранд Парк», чтобы донести до ребят информацию максимально интересно. Мы решили организовать праздник для детей, посвященный на тему здоровое питание. Сегодня, 16 октября, Всемирный день здорового питания. Мы проводим мероприятия, проводим беседы, лекции. Детям рассказали о том, что растущему организму необходимо много энергии и силы, и это возможно только через правильное питание. Также проинформировали о ряде правил, требующих соблюдения при приеме пищи. Тут же была проведена своеобразная викторина. Юные участники акции отвечали на вопросы, которые касались еды. Сколько раз надо 4-5 раз. Утром надо обязательно. Что завтракать. Обедать надо. В полезной акции приняли участие и родители, которые внимательно слушали лекцию вместе с детьми. Для лучшего восприятия сотрудники продемонстрировали информативные мультфильмы, чтобы через них передать, насколько важно вести здоровый образ жизни и какими фруктами и овощами лучше питаться. Лекция была очень полезной. Я узнала очень много нового. Я узнала то, что нельзя, например, когда ты кушаешь, нельзя смотреть телефоны, потому что можешь подпихнуться. Праздник был прям очень хорошо организован. Да. Благодаря этому я узнала, что вредно, что полезно, что кушать не надо, а что надо кушать каждый день. В заключение мероприятия всем детям раздали буклеты и брошюры о здоровом образе жизни. Международный день здорового питания отмечается во всем мире 16 октября. Ведь питание является важным аспектом здоровья, от которого зависит нормальная жизнедеятельность всех органов человека. Отметим, что сотрудники Роспотребнадзора подобные мероприятия проводят в дошкольных общеобразовательных учреждениях, а также ведут беседу с населением на тему здорового питания. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В молодом городе Серноводское ведутся масштабные строительные работы по благоустройству территории и возведению социальных объектов. О концепции развития города и планах на будущее. Репортаж Турпала Тайсумова.
В молодом городе Серноводское кипит работа. Сотрудники коммунальных служб обновляют трубы канализации. Вся инфраструктура развивается, а население растет. Поэтому необходимо расширение, чтобы не происходило затруднение с эксплуатацией. Все началось после поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Центральной канализации. Был обязан был специалисты, шай бол хоуша бу дал молавой по срокам чакадоду. Вся необходимая аппаратура и техника есть в наличии у специалистов. Это позволит избежать ошибок и соблюсти план по реконструкции сетей. Рабочие роют траншею по всей длине улицы, на которой должны поменять коммуникации. Старые трубы уже извлечены, а новые находятся здесь. Их монтаж начнется в ближайшее время. Общая протяженность канализационных труб составит около 6 километров. Параллельно на территории города ведется строительство новой дороги, примыкающей к населенному пункту. Сейчас рабочие доставляют сюда щебень с песком. Общая протяженность дорожного полотна после сдачи в эксплуатацию составит более 5 километров. Она будет достаточно широкой по обе стороны, чтобы все виды транспорта могли ею пользоваться, даже самые тяжелые. После открытия автомобилисты будут ездить по 4-полосной трассе. Это положительно скажется на потоке машин, ведь загруженности будет намного меньше. Турпал Лолита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. На базе Координационного центра по повышению эффективности противодействия идеологии терроризма и экстремизма проходят курсы повышения квалификации. Целевая аудитория – педагоги, психологи и советники руководителей образовательных организаций по воспитанию. Цель программы – расширение компетенций в области формирования и укрепления гражданской идентичности, профилактика радикализма и экстремизма среди молодежи. Тема, она очень актуальна, да, в условиях современных вызовов, современных угроз. И молодежь – это та наиболее активная часть общества. И поэтому очень важно сегодня в системе образования это усилить меры по профилактике, чтобы в последующем завтра мы не столкнулись опять с проблемой радикализма, терроризма, экстремизма в нашем обществе. В республике реализуется уникальный социальный проект «Специалист выпускнику 3.0». Он позволяет старшеклассникам погрузиться в мир различных профессий, узнать об их особенностях и перспективах. О том, кто решил стать стоматологом, расскажем в следующем сюжете. Врач сидит в области головы пациента и, направляя микроскоп как ему удобно. Микроскоп помогает врачу повысить точность манипуляций и добиться лучших результатов. В рамках профориентационной смены старшеклассников вводят в мир стоматологии. Здесь им рассказывают и наглядно демонстрируют многогранность работы врачей. Гостями этой клиники являются обучающиеся, которые были отобраны для участия в профориентационном проекте, конкретно в профориентационных сменах «Специалист выпускнику 3.0». В рамках вот этого выезда 38 обучающихся, отобранных со всей Чеченской Республики, имеют возможность ознакомиться с профессией. Здесь школьники наблюдают за процессом удаления зуба у реального пациента. А в другом кабинете школьники сами пробуют себя в роли стоматолога, проведя профессиональную чистку зубов. Увиденное у ребят вызвало неподдельный интерес и желание выучиться такой востребованной и интересной профессии. И узнали, на какие предметы необходимо обратить внимание уже сейчас. Когда я пришла впервые на смену, у меня было такое мнение: пойду вот на следователя, все, железобетонно, мое решение. Пришла сюда и сразу поменяла свое мнение. Нам показали, как работают опытные стоматологи, и сейчас я хочу стать стоматологом. День очень насыщенный, мне очень понравилось. Мы приехали в стоматологическую поликлинику, нам рассказали много чего интересного, какие вообще бывают стоматологи. Мне хочется спасать жизни, лечить людей, может создать какую-нибудь свою благотворительную организацию, которая будет помогать людям, у которых нет возможности оплачивать себе дорогие услуги. Стоматология является одной из самых быстро развивающихся отраслей медицины, каждый год предлагая врачам более совершенное оборудование и материалы. Однако вместе с престижностью этой профессии приходит и большая ответственность. Человек, который идет в медицину, он должен обладать всеми качествами человека, которые будут обуславливать его честность, справедливость, ответственность к работе. Человек должен быть сострадательным, милосердным. Если все мечтают стать космонавтами,
но чуть подрастя, понимая, что это за профессия и что предстоит, они перестают этого хотеть. Вот так, не понимая всей сути данной работы, данной профессии, придя в институт, отучившись 7 лет и столкнувшись с реальностью данной работы, если человек поймет, что это оказывается не его, и ему это не совсем нравится, будет немного поздно. А вот такие мероприятия, когда непосредственно на живых пациентах они могут увидеть, как проводится работа. Подобные профориентационные смены позволяют лучше понять, в каком направлении хотят развиваться дети. Это актуально в свете исследований, которые показывают, что до 70% старшеклассников не имеют четкого представления о том, кем они хотят стать. А ребят наших еще ожидает знакомство со многими другими интересными профессиями. Рамзан Абуев, Магомед Утаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.